أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Альхамдулillah, у нас с вами следующая встреча. И хвала Аллаху, мы с вами уже закончили сунны намаза. Сегодня мы с вами перейдем к теме, что нарушает намаз, какие действия нарушают намаз. Но до этого буквально 3-4 минуты про эдебус саля, про этику в намазе. Если быть коротко, то нужно сказать, что внешняя смиренность, она приводит к смиренности внутренней. Мы с вами знаем, что намаз должен совершаться смиренно, с покорностью, с участием и тела, и души. Так вот, если мы будем соблюдать этику намаза, если мы будем соблюдать сунны, то есть про фарды, про условия, про рукны, про ваджибы, как бы речь уже не идет, потому что это однозначно нужно. Если мы соблюдаем сунну намаза, и если мы будем соблюдать этику намаза, в этом случае это внешняя смиренность, иншаллах, она приведет нас к внутренней нашей смиренности. Так вот, этика во время намаза. Как уже было сказано, намаз – это покорность Аллаху, это поклонение Ему, это исполнение Его веления. И когда человек совершает намаз, он предстает перед своим Творцом. Да, конечно же, есть такое понятие, как ихсан, когда человек стремится быть в состоянии, что Господь за ним наблюдает, то есть чувствовать вот это состояние, чувствовать это наблюдение. И особенно это важно, это нужно во время намаза, дабы наш намаз был совершен наилучшим образом с покорностью, со смиренностью нашему Творцу, Господу миров. Так вот, ученые, факих и правоведы упомянули несколько этих аспектов из этики, которые помогают человеку сконцентрироваться и собраться и совершить намаз со смиренностью. Первое – это что? Ученые говорят, когда, вот, допустим, представьте себе, вы вспоминаете, что вы были, допустим, в мечети или дома совершаете коллективно намаз, дается икаме перед чтением обязательной части намаза, то есть перед фардом, читается икаме или же камет, по-разному называют икаме, икамет или камет просто. То есть Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Вот эти вот слова. И когда читается икама, и когда читаются слова «Хайя аляль фалях», спешите к спасению, спешите к счастью, желательно, чтобы люди уже встали в это время. Хотя нет четкого, на самом деле, хадиса по этому поводу, поэтому, когда читается азан, точнее, когда читается икама, уже человек с самого начала может уже вставать, но ученые говорят, что «Хайя аляль фалях», то есть «Хайя», спешите, стремитесь, это как раз побуждение. Это как раз побуждение. И человек что делает? Человек слышит, что его побуждает к спасению, человек слышит, что его побуждает к счастью, и он что делает? Он спешит к этому спасению, к этому счастью. Это первое. Второе, когда человек совершает намаз, чтобы он не оглядывался по сторонам. Порой бывает так, можно увидеть, что, допустим, заходишь в мечеть, но если взять мечеть, обычно так и получается, что ты заходишь в мечеть, скажем так, с задней стороны мечети. Но есть мусалля, есть молельные комнаты, когда ты заходишь, допустим, вот заходишь, да, а кибла, например, в ту сторону. И ты можешь увидеть людей, как они совершают намаз, стоя, либо сидя, или как-то еще, но люди, молящиеся в разных положениях. И у некоторых людей можно так заметить, что, скажем так, глаза так гуляют. То есть туда, туда, вот сюда постоянно как-то оглядываются. И ученые говорят, это второе, чтобы взгляд молящегося не бегал из стороны в сторону, из угла в угол, а что сделал? А человек, чтобы постарался сконцентрировать свой взгляд на тех местах, где он совершает намаз. То есть на те места, которые он совершает намаз. То есть что получается? Когда он, например, стоит стоя, то есть находится в положении стоя, он смотрит на то место, куда он сделает саджда, земной поклон. То есть он смотрит туда, куда сделать земной поклон. Это А. Когда он, например, совершает руку, поясной наклон, он смотрит на свои ноги. То есть не куда-то направо, не куда-то налево, да, именно на свои ноги.
Когда он совершает, например, сидение, он смотрит на что? Смотрит на свои ноги. Ну вот на колени, либо на бедра. И когда он делает салям, ассаляму алейкум рахматуллах, он смотрит куда? Он смотрит на свое правое, а потом и левое плечо. То есть таким образом он контролирует свой взгляд, и иншаллах вот эта внешняя смиренность приведет его к чему? К внутренней смиренности. Также человеку советуется, чтобы он собрался, чтобы он сконцентрировался на намазе. И если, допустим, он начинает зевать, что делать? Постараться как бы не зевать, если это возможно. Но если же человек зевает, что он делает? Он закрывает свой рот тыльной стороной своей правой руки. Это третье. И четвертое. Необходимо что? Необходимо постараться вот эти мысли, которые приходят нам во время совершения намаза, чтобы мы постарались их как-то отгонять. Каким образом? Конечно, возможно, вы посчитаете, что не к месту, возможно, посчитаете к месту. Но коротко скажу, я не буду называть автора, не буду называть эту книгу. Но коротко скажу, что есть такие книги, которые, скажем так, учат человека сконцентрироваться. То если, например, мы совершаем намаз, мы можем чувствовать свое тело. То есть, допустим, я чувствую, что правая рука находится над левой рукой. И, допустим, делаю руку, я чувствую, как мои ладони, как мои руки касаются моих колен. То есть таким образом постараться собрать свои, скажем так, мысли. Это вот минимально то, что требуется, минимально то, на что мы должны обратить внимание. Лучше, конечно же, чтобы мы что сделали? Размышляли над теми аятами, которые мы совершаем, которые мы читаем, и размышляли над теми викрами, восхвалениями Аллаха, которые мы читаем во время намаза. Чтобы это было не просто такое какие-то, не знаю, бездушные слова, а чтобы это было именно исходило от души, от всего сердца. Да, для этого необходимо что сделать? Необходимо эти викры не только выучить, но также выучить их значение и поразмышлять над их значениями. Например, мы говорим «Субхана Раббил Азим», «Свят мой великий Господь». То есть он ни в чем и ни в ком не нуждается. Можно добавить, что, допустим, значение этого слова, можно добавить, что я совершаю намаз, я покорен перед ним, он Азим, он великий, он мой Господь. И в то же время он субхан, он не нуждается. То есть поэтому постараться собраться с мыслями, постараться вот размышлять над теми словами, аятами, которые мы с вами совершаем, читаем во время намаза. Вот это очень важно, чтобы наш намаз был каким? Чтобы наш намаз был совершен со смиренностью. Следующий учебный вопрос. Муфсидату саля. Муфсидату саля – это действие или же то, что нарушает намаз. Часто бывает так, что люди из-за незнания считают, что вот там шаг вправо, как у нас говорил, да, так шаг вправо, шаг влево, и все, намаз нарушен. На самом деле это не так. С одной стороны, конечно, намаз – это сакральное действие, это общение с нашим Творцом, это мунаджат, как описывается в книгах на арабском языке. Это такая тайная беседа с Аллахом, со своим Творцом. Но в то же время Аллах сделал намаз вот поклонением, который, скажем так, можно конечно сказать, что это легко нарушается, но в то же время нужно понимать, что не все действия нарушают намаз. И очень важно изучить эту тему хорошо, чтобы понимать, нарушен мой намаз или не нарушен. Шайтан начинает внушать людям разные мысли. Мол, вот ты один раз нарушил намаз, второй раз нарушил намаз, твой намаз недействителен, тебе нужно намаз перечитать, следующий намаз перечитать, пятикратный намаз перечитывать. У человека получается уже день не пятикратный намаз, а десятикратный, потом и 15-кратный, 20-кратный и так далее, и так далее. И таким образом через сомнения, через незнание, в том числе через сомнения, шайтан может привести человека к тому, что ему будет очень тяжело совершать намаз. Аллах вменил 5 намазов в течение суток, а человек из-за сомнения их перечитывает. Ладно, сегодня он смог, завтра он сможет, но завтра он женится, выйдет замуж, дети появятся, не знаю, здоровье, не знаю, здоровье, на здоровье скажутся какие-то деяния. И таким образом у человека не будет возможности, что делать, перечитывать эти намазы. Перечитывать эти намазы не нужно перечитывать.
То есть нужно просто узнать четко и ясно, что нарушает, что не нарушает. Это очень такой важный момент. И поэтому, иншаллах, мы с вами сейчас будем говорить о тех вещах, о тех действиях, которые нарушают намаз. Коротко говоря, если посмотреть, вот мы с вами изучали, вот вспоминайте наши где-то, наверное, 7 уроков назад, 8 уроков назад, мы с вами изучали шуруту саля. Шуруту саля – условия намаза. Так вот, если нарушено одно условие, намаз недействителен. Это раз. Второе, мы с вами потом изучали столпы намаза. Так вот, если один столб намаза не выполнен, не исполнен, намаз недействителен. Если один из столпов намаза мы пропустили, забыли, намаз недействителен, намаз нарушен. Но помимо этого, ученые упоминают действия, которые явно нарушают намаз. То есть эти действия тоже явно нарушают намаз. Но они, скажем так, исходят не прямым текстом, а исходят, получается, как исключение. То есть вот оно условие. Если ты его не выполнил, намаз недействителен. Вот он рукн. Если ты его не исполнил, намаз недействителен. А есть, допустим, рукны, например, столпы, условия намаза исполнены, рукны совершаются, и человек находится внутри намаза. Так вот, человек находится уже внутри намаза, и есть действия, которые могут нарушить этот намаз. Первое, что упоминают ученые, это нарушение омовения. Человек стал на намаз в состоянии ритуальной чистоты, ритуального омовения, но во время намаза у него что? У него нарушилось омовение. Кровь потекла из носа, не знаю, там, кровь потекла еще откуда-то. Есть люди престарелые, у которых атрофировались мышцы, они могут испустить воздух. И таким образом, что получается, ну, буквально вот на днях мы совершали намаз, и рядом с нами был ребенок, они, не ребенок, а уж подросток, получается, они до намаза резвились, игрались, и, видимо, может быть, там подустали что-то, и во время намаза этот юноша, ну, как юноша, ему лет 10, наверное, он пропустил воздух, и альхамдулилlah, он сразу пошел и совершил омовение. То есть, поэтому есть, значит, пропускание воздуха, выход крови или гноя нарушает омовение. Соответственно, если внутри намаза нарушилось омовение, это нарушает и намаз. Поэтому, коротко, что можно сказать, все, что нарушает омовение, то и нарушает намаз. Потому что омовение нарушилось, и намаз нарушился. На самом-то деле, если так глубже посмотреть, все, что нарушает омовение, нарушает намаз. То есть эти действия не нарушают намаз сами по себе, а намаз нарушается, потому что нарушается омовение. И человек что делает? Он выходит из намаза, идет, он обновляет свое омовение, и если успевает к джамаату, он приходит, присоединяется, и намаз совершает, и дочитывает ту часть, которую он пропустил. Здесь хочу сказать кое-какую вещь. Некоторые ученые из числа ханафитов сказали о том, что человек, который совершал намаз, и у него нарушилось омовение, он может быстренько побежать, пойти совершать омовение, и обратно вернуться, и начать намаз с того места, где у него омовение нарушилось. При условии, что он ни с кем не говорил и не совершал посторонние действия. То есть, допустим, он бежит сам, например, а сам отвечает на телефон, на смс-ки. В этом случае это же постороннее действие. И поэтому некоторые ученые ханафиты говорят о том, что вот человек может во время совершения омовения, во время совершения намаза у него нарушилось омовение, он побежал, обновил, пришел и продолжил с этого места. Но другие ученые были с этим не согласны, даже большинство ученых были с этим не согласны, они сказали, что заново начать намаз – это лучше. Это лучше. Я об этом говорю, не призывая к этой практике. Я об этом говорю, потому что, возможно, вы где-то читали об этом, и поэтому комментирую. Это вот первое. Второе, что если появилась нечистота, то есть появилась нечистота не от самого человека, да, если от человека, у самого человека, молящегося, появляется нечистота, в этом случае что? В этом случае у него омовение нарушается. Ну, допустим, кровь потекла, та же самая нечистота, да? Гной вышел, та же самая нечистота. То есть в этом случае у него нарушается омовение, и потом нарушается намаз. А здесь имеется в виду тот факт, тот
тот случай, когда человек вспоминает, например, про нечистоту, или же появляются реальные нечистоты. Ну, давайте разбирать. Первое, то есть это получается второе действие, которое нарушает омовение, и здесь получается у нас внутри А. Что такое А? Точнее, пример А. Например, человек, э, он совершает намаз, он совершил намаз, и после совершения намаза он узнал, что на его теле, что и на его одежде или на его месте совершения намаза была нечистота. То есть не то, что была, то есть он намаз совершил и видит, что здесь нечистота. Что сделать? Как быть? Да вот ученые говорят следующее. Если же это место было нечистым изначально, то есть до начала совершения намаза, или же это одежда, либо же это тело были в нечистотах еще до начала совершения намаза, то намаз в основе является недействительным. Намаз не является недействительным. И что происходит? Человеку необходимо что сделать? Необходимо заново совершить этот намаз. Это А. Б. Человек совершает намаз, и во время намаза на него откуда-то ни возьмись на нем появляется нечистота. Какой пример может быть? Ну, например, я вот вроде как уже приводил, человек совершает намаз, у него дети, там ребенок подбежал, ну, допустим, ребенок годовалый, который еле-еле так ходит, не знаю, на четвереньках подошел, взялся за ногу отца, за ногу матери, так встал на ноги и что сделал? Исправил свою нужду без подгузника. Так вот, на его одежде, на его теле оказалась нечистота. И что получилось? Эта нечистота, она влажная, она мягкая, она жидкая. Она, получается, просачивается на одежду, на место, попадает, соответственно, на тело. В этом случае намаз что? Намаз нарушен. Намаз нарушен. Человеку необходимо что сделать? Прерывать свой намаз, очистить это место, это тело, эту часть тела от нечистот, и что сделать? Заново намаз совершить. Заново намаз совершить. Если же на его тело или на место, или на одежду попала нечистота твердая, я на самом деле не имею представления, как это может быть, но вот пока я готовился, придумал такую, скажем так, такой пример. Ну, семья пошла, мы поехали на природу, на пикник, на пикник. Наступило время намаза, совершает намаз, дети там играют, допустим, маленькие дети, ну, не знаю, двухгодовалые, трехгодовалые, четырехгодовалые, пятилетние. Они что? Они играются и нашли, может быть, не знаю, там нашли какой-то навоз животный, взяли, допустим, и кинули, ну, начали играться, кинули, или, допустим, мяч попал на навоз, и навоз отлетел, допустим, на тело, на одежду молящегося, но она жесткая, она не влажная, она не жидкая, она твердая. Допустим, попала, и молящийся быстренько стряхнул, намаз его действителен. То есть он сразу же убрал. Намаз его действителен, и что делает? Он спокойно дальше совершает намаз. Если же не убрал, в этом случае намаз нарушен. Необходимо заново совершить. Дальше. Следующий пример из числа, опять же, вот это было Б, АБВ, теперь В пример. Например, человек совершает намаз дома, и тут ходит ребенок в подгузнике, к примеру, и он в подгузнике сел на молящегося, на колени молящегося. Из подгузника ничего там не вышло, и возникает вопрос, нарушается ли намаз. Вот в этой книге Аль-Муфассаль филь ханафи говорится о том, что в этом случае не нарушать. Здесь, конечно, не про подгузник, это я уже так перефразировал на наш современный лад. То есть, если ребенок в подгузнике подошел к молящемуся, к отцу, к матери, к брату, к дедушке, бабушке и сел на него в подгузнике, а в подгузнике у него его труды, и ничто не выливается из подгузника, в этом случае намаз не нарушается. Почему? Потому что именно ребенок, в данном случае, он носит вот эти нечистоты, а не молящийся. Но если же, например,
человек, ребенок подошел, у него, допустим, не было подгузника, и мы не то, что видим, допустим, ребенок, у него штаны, у него шортики, в моче, к примеру, и он сел на отца, на маму, на бабушку, на дедушку, на молящегося, и, соответственно, это влажная нечистота, это жидкая нечистота, она потихоньку что делает? Просачивается на одежду молящегося, в этом случае намаз нарушен. В этом случае намаз нарушен. Далее. Здесь интересный пример. Вот кто совершил намаз, и после совершения выяснилось, что на нем были нечистоты, но молящийся не знает, когда эта нечистота попала на его тело. Он не может предположить, он ни к чему не склоняется, он не может предположить, когда попала на его тело, на его одежду, когда попала нечистота. Ему все равно, что делается, советуется постараться все-таки предположить, если он предполагает, что нечистота попала во время намаза, либо же до намаза, в этом случае намаз нарушен и необходимо заново совершить. То есть вот картина какая? Мы с вами до этого говорили о том, что человек совершает намаз, и во время совершения намаза попадает нечистота. Здесь уже ситуация какая? Человек намаз совершил, и после совершения намаза он заметил на одежде, к примеру, нечистоту. И он не знает, когда это нечто-то попало на его тело, на его одежду. Но если он все-таки предполагает, склоняется к мнению, что нечистота попала до намаза или во время намаза, то намаз недействителен, и необходимо, что заново совершить этот намаз. Если же он предполагает, склоняется к мнению, что эта нечистота попала после намаза, то совершенный этот намаз является действительным, и заново ему совершать этот намаз не нужно. Не нужно. Далее. Значит, это у нас было 2, и были подпункты. Теперь третье действие, которое нарушает намаз. Это открытие аурата. Аурат – это вот те части, которые необходимо покрывать. Что во время намаза, что вне намаза. Аурат, значит, прикрытие аурата является чем? Является условием намаза. И человек во время совершения намаза, то есть к совершению намаза, у него аурат был прикрыт, аурат был закрыт, и аурат открывается во время совершения намаза. То есть как в этом случае быть? Об этом сейчас поговорим, но пару слов давайте вспомним. Аурат мужчин, вы можете остановить видео, аурат мужчин от пупка до колен включительно. Это минимальный, конечно же, это минимальный. Смиренность человека, набожность человека, вот это ихсан, чувство, что Аллах за ним наблюдает, и что он совершает намаз в состоянии, когда он будто бы видит Аллаха, Творца перед собой. То есть это чувство, что делает, заставляет его, конечно, прикрыть большую часть аурата, то есть большую часть тела, не только аурат, а целиком. Что касается аурата женщин, то аурат женщин – это все тело, кроме лица, кроме кистей рук. И мы с вами говорили, по мнению некоторых ученых-ханафитов, в частности Абу Ханифа, рахимахуллах, это ступни ног. Но ученые комментировали, говорили о том, что и пришли к мнению, вот в книге Ихтиар, иншаллах, которую мы с вами будем читать, там говорится о том, что ноги женщин являются ауратом внутри намаза. Ноги имеется в виду вот стопы. Стопы женщин являются ауратом внутри намаза и не являются ауратом вне намаза. То есть пришли к такому, скажем так, усредненному мнению. Поэтому я призываю всех вас, дорогие сестры, к тому, чтобы вы прикрывали стопы и вне намаза, и во время намаза. Желательно. Это очень такой важный момент, особенно в намазе, потому что относительно прикрытия стоп внутри намаза все ученые говорили о том, что это необходимо. Так вот, возвращаемся к открытию аурата. Если во время намаза открывается какая-то часть аурата,
сахван случайно, ой, сахван по невнимательности, хатаан или же случайно, либо же, не знаю, там одежда порвалась. В этом случае что мы делаем? Смотрим на следующие аспекты. Первое. Если открылось меньше четверти одного органа аурата, вот, допустим, если взять женщин, вот, это вот один аурат, это один орган, от локтя до плеча это второй орган, голова это другой орган, бедро это один орган, от ступней и включительно вот, вот эта нога, забыл, как эта часть называется, это тоже орган. Так вот, видите, получается органы. И что говорится? Если открывается меньшая часть одного органа аурата, в этом случае намаз не нарушается. В этом случае намаз не нарушается. Если же открывается четверть, давайте повторюсь, если открывается аурат меньше четверти одного органа, то есть, грубо говоря, вот давайте представим руку, вот отсюда до сюда, да, у женщины получается. Ну, не знаю, что может быть, допустим, женщина сидит, совершает намаз, ребенок снова подошел, они же играются постоянно, и вот у него рука задевает, допустим, платье, и платье там открывается, и вот открылась рука, открылся один орган, один орган. Условно, конечно, это внутри намаза, скажем так, не делается, да, но мы должны об этом знать и потом уже на основании этого строить свои, скажем так, заключения, свои фетвы относительно самого себя, относительно своего намаза в данном случае. Вот мы его поделили, условно говоря, на 4 части. И если открылось меньше одной четверти органа, намаз не нарушен. Если открывается четверть одного органа или больше четверти, намаз в этом случае нарушен. Дальше. Но здесь еще говорится о том, что если открывается четверть или же больше одного органа, и человек быстренько его закрывает, в этом случае намаз действителен. Если же человек медлит со закрыванием этой части, в этом случае намаз нарушается. И ученые, вот в этой книге также автор этой книги обращает внимание, что если человек начинает намаз с открытой частью органа аурата, в этом случае намаз изначально недействителен. Изначально недействителен. Далее, следующее. Вот у нас получается четвертое действие, которое нарушает намаз, это когда человек отворачивается от киблы. То есть человек отворачивает свою грудь от киблы. Направление в сторону киблы является чем? Является условием намаза. Если это условие нарушается, в том числе внутри намаза, намаз нарушается. Ну что может быть? Я даже не представляю, что такое, как это может быть. Но просто говорится следующее, что если человек совершает намаз, и он отвернулся, смотрите, не головой, не лицом, а отвернулся грудью от киблы. Здесь даже подчеркивается, что он направился, допустим, ну, к примеру, у нас кибла находится на юге, человек направился на восток, либо на запад, то есть отвернулся от киблы в этом случае и грудью. В этом случае его намаз нарушен. Далее, пятое. Слова, которые не имеют отношения к намазу. То есть, скажем так, разговоры во время намаза нарушают намаз. Так вот, эти слова, которые не имеют отношения к намазу, если они будут высказаны, пусть даже на арабском языке, по забывчивости, случайно, хотя бы одно слово, например, наам, да, либо же ля, нет, в этом случае намаз является нарушенным, намаз нарушается. И передается в хадисе от Зейда ибн Аркама, ради Аллаху анху, он говорится, там кунна натакалляму фи салати юкаллиму ахадуна ахаху хатта назалат аль-ая. Он говорит о том, что мы во время намаза
разговаривали, что даже один из нас мог поговорить со своим братом о его нужде, но это длилось до тех пор, пока Аллах не ниспослал аят. То есть что получается? Мы с вами, не знаю, упоминали, не упоминали, есть такая большая тема, называется «ан-насиху валь-мансух». «Ан-насиху валь-мансух». Насих означает отменяющие аяты, отменяющие положение, более, как бы, если так шире взять. И отмененные аяты, отмененные положения. Так вот, разговаривать было можно до определенного времени, а потом это было отменено. И Аллах не спасал аят «Аста'иду билля хафизу аля салавати ва салати л-вуста ва куму лилляхи канитин». Оберегайте ваши намазы и срединный намаз, и стойте перед Аллахом смиренно, канитин смиренно. И передается «фаумирна без сукути». И нам было велено не говорить, то есть не произносить слова, которые не имеют отношения к намазу во время намаза. «Ванухина аниль калям». То есть нам было запрещено говорить внутри намаза. Таким образом, что получается? На сегодняшний день, если человек внутри намаза, во время совершения намаза о чем-то говорит и говорит слова, которые не имеют отношения к намазу, в этом случае намаз нарушен. Я был свидетелем очень интересного такого случая. Это было давно. Один бабай, аксакал, который ходил в мечеть, но, возможно, он не знал аспекты или же действия, которые нарушают намаз. И он привел своего друга в мечеть. Это было перед джума. И вот представьте себе такую картину. Он обучает своего друга намазу. Он сам намаз совершает. Он говорит, вот сейчас мы читаем фатиху. И читают. Сейчас читаем ихляс. Прямо говорит на татарском языке. Дальше говорит, сейчас читаем эттахият, а сейчас салават. То есть, понятное дело, что его намаз нарушен. Но, машаллах, у него такое было такое стремление обучить своего друга намазу, пусть Аллах от него примет это намерение и это деяние. И Аллах, Он свят, Он и велик. И был такой интересный вопрос, кстати, вот, вспомнил, задавали вопрос, один брат пишет, что он в течение 2 лет совершал намаз следующим образом. Каким образом? Он к намазу, то есть перед тем, как стать намаз, проговаривал намерение вслух на русском языке. После 2 ракаатов, вставая на 3-й ракаат, у нас же есть 4-ракаатные намазы, вставая, поднимаясь на 3-й ракаат, он что делал? Поднявшись, снова проговаривал намерение на русском языке, получается, внутри намаза, от такбира до таслима. И вот этот промежуток, в котором не должно быть никакого инородного слова, кроме слов намаза. И он проговаривал. И он обращается ко мне вопросом, говорит, так-то, так-то. Я говорю, субханаллах, вот по тем книгам, которые я читал, по тем знаниям, которые я получил от своих устазов, то есть понятное дело, что намаз нарушается. И в этом случае мы обратились к более знающим людям и сказали, что он это сделал, не зная. Это называется аль-удhrу биль-джахль, то есть оправдание из-за незнания. И добавил, если он даже после того, как узнал, будет таким образом продолжать, это уже может быть богохульством. Поэтому мы должны понимать и знать, что внутри намаза ничего не говорится, кроме слов намаза. Так вот, здесь приводится несколько примеров, которые, скажем так, приравниваются к словам вне намаза, которые нарушают намаз. Это что? Это стоны. То есть, когда, и здесь даже говорится, «Идэ натака бихарфейни», то если этот стон состоит из 2 букв, точнее, из 2 звуков получается. Например, он говорит «уф» или же «ах». В этом случае что? Если эти «уф», «ах» из-за какой-то боли, мирской боли подчеркивается, в этом случае намаз нарушается. Но если человек, не знаю, так сильно расстроился внутри намаза, что у него, не знаю, там, скажем так, душа болит, и он плачет перед Творцом, он из-за смиренности перед Ним, из-за боязни перед адом, из-за желания к раю, что он делает? Он начал плакать, к примеру, и, соответственно, когда он плачет, издает какие-то звуки, в этом случае намаз не нарушается. В этом случае намаз не нарушается. Также не нарушается намаз тогда, когда, например, вот имам, допустим, мы читаем намаз, передается от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, мы с вами упоминали об этом.
что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, когда читал намаз, когда совершал намаз, и когда он встречал аяты, которые описывают рай, он останавливался и просил у Аллаха рай. И когда он читал аяты про ад, он останавливался и просил защиту от ада. Когда читал аяты про восхваление Аллаха, он останавливался, восхвалял Аллаха. Поэтому, если, например, мы читаем и просим у Аллаха рай, когда читаем про рай, просим у Аллаха защиту от ада, когда мы читаем про ад, в этом случае это не нарушает намаз. Это не нарушает намаз. И также еще, пример кашель. Кашель, который также состоит из двух звуков. Кашель, получается кашель без причины. Если у человека какая-то болезнь, он заболел, и он кашляет именно по причине, которая от него не зависит, в этом случае что? В этом случае намаз не нарушается. В этом случае намаз не нарушается. На этом мы с вами завершаем. Но здесь еще один такой момент тоже есть. Вот смотрите. Бывает так, что мы совершаем намаз за имамом, или же будучи имамом, и забыли какой-то аят. Потерялись, растерялись, переволновались, не можем вспомнить, либо же перешли к другому аяту или к другой суре. И если мы, допустим, за имамом, мы можем что сделать? Мы можем ему напомнить, говорим «Субханаллах». Мы говорим «Субханаллах». То есть если имам слышит слова «Субханаллах» от джамаата, от ма'муна, в этом случае он понимает, что есть какое-то нарушение. Если, например, за имамом совершает намаз с женщиной, то они в этом случае «Субханаллах» не говорят. Они что делают? Они вот издают такой звук. Получается, одной рукой бьют об другую руку. Таким образом, что делают? Издают звук, дабы дать понять имаму, что он где-то нарушил, где-то неправильно сделал, чтобы он исправил это нарушение. На этом у нас еще не завершается. Иншаллах, мы с вами на следующей встрече продолжим изучать действия и деяния, которые нарушают намаз, но на сегодня достаточно. Субханак ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.